Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире Прайм Мацарский. Я, Юрий Мацарский, буду рассказывать вам обо всем самом важном и интересном из числа того, что в последние дни происходило в мире. Начать эту программу, как одну из прошлых программ, я хочу с событий в Мьянме. Это бывшая Бирма. Я вот примерно неделю назад, или как раз неделю назад, рассказывал о том, что представители Организации Объединенных Наций предупреждали о том, что страна Мьянма находится на пороге гражданской войны, которая была спровоцирована или может быть спровоцирована военным переворотом, который состоялся в этом году, 1 февраля этого года. Так вот, похоже, что вот это вот состояние «может начаться гражданская война» уже перешло в состояние начала гражданской войны. Там уже действительно начались активные боевые действия. И вот сейчас вы видите на видео одна из группировок партизанских, диссидентских группировок, представители, бойцы, которые не признали, собственно говоря, военный переворот, отказались подчиниться тем самым военным, которые полностью захватили власть, тем военным, которые объявили себя единственным правительством в Мьянме. Что произошло? Вот несколько таких групп в разных частях Мьянмы организовали засады. Вот, судя по всему, то, что мы сейчас видим на экране, это как раз подготовка одной из таких засад. Люди вооружены, с одной стороны, действительно, как попало, одеты как попало, а с другой стороны, мы видим, что у них и автоматическое оружие стрелковое, и гранатометы, то есть они действительно могут устроить серьезную заваруху. И вот одна из самых крупных группировок оказалась недалеко от города Тантланг. Там, в принципе, бои шли еще с начала сентября, и где-то вот ближе к концу сентября значительное число жителей этого самого Танланга город покинули. Но потом вроде бы как все немного успокоилось, и люди начали возвращаться в свои дома. И вот тут вот случилось так, что с одной стороны от этого Танланга были как раз группировки диссидентские, были группировки партизанские, а с другой стороны находились военные. И вот они устроили войну. И вот то, что вы видите сейчас на экране, это последствия этого самого боестолкновения между оппозицией, между вооруженными отрядами оппозиции и военными, которые, собственно, были недовольны этой самой оппозицией. По некоторым данным, разрушено частично или полностью 160 домов в этом городе. На самом деле это огромное число, потому что городок небольшой, в нем меньше 10 тысяч жителей или около 10 тысяч жителей было на начало осени, конец лета. То есть 160 домов разрушенных, тем более в Азии, в Юго-Восточной Азии, это всегда семьи достаточно большие, то есть в каждом из этих 160 домов наверняка жило не 2, не 3, скорее всего, даже не 4 или не 5 людей, а куда больше. Каждая из сторон винит противную в происходящем. То есть военные говорят, мы не использовали артиллерию, мы ни в коем случае не бомбили дома гражданских. Это все была, это кровавая позиция. Оппозиционеры говорят, да слушайте, мы сами народ, у нас в наших отрядах огромное количество, в том числе и жителей этого самого Тантланга. Мы не могли стрелять, это все военные были. На самом деле, судя по всему, правда, как всегда, где-то посередине, по той простой причине, что, скорее всего, действительно город был расстрелян именно артиллерией военных, была применена, судя по всему, были применены та боевая техника и то вооружение, которое есть, скорее всего, только у регулярной армии. Вот вы видите, это, кстати, где-то в школе, в каком-то спортивном зале прощаются люди с погибшими в результате обстрелов. Потом этих погибших хоронили где-то на одной из городских окраин. То есть война, на самом деле, уже началась, война идет полным ходом, и если там неделю назад я говорил о том, что по данным ООН и по данным международных наблюдателей, самых разных, сейчас, вот тогда, неделю назад, число погибших было около 1100 человек, то сейчас число погибших уже 1200 и даже больше, хотя на самом деле сосчитать не всегда получается, это не всегда предоставляется возможным. Почему? Я вот связался специально с
нашими коллегами, со своими коллегами в Мьянме, с журналистами, которые работают там, которые являются гражданами этого государства, для того, чтобы выяснить, что же на самом деле там происходит, и как же страна пришла к тому, к чему она пришла. И что я выяснил из общения с журналистами из Мьянмы. Во-первых, как они мне рассказали, вот с момента обретения, даже раньше, с момента фактически поражения Японии, которая оккупировала Мьянму в годы Второй мировой войны. Так вот, с момента поражения Японии в Мьянме фактически не прекращается такая вялотекущая гражданская война, которая порой перетекает в совсем себе не вялотекущую. И вот там, начиная с середины 40-х годов, есть целые регионы, которые подчиняются не центральному правительству, не властям, которые сидят в столице, а каким-то местным группировкам. То есть, грубо говоря, центральные власти могут контролировать главные города штатов Мьянмы, главные города разных провинций, если так можно их назвать, но и главные шоссе, которые связывают эти крупные города. Но где-то какую-то глубинку, какие-то небольшие города, затерянные где-то в джунглях или находящиеся рядом с границами других государств, очень часто десятилетиями контролируют совсем другие люди, которые не признают над собой власть, будь то власть военных, или, как это было до недавнего времени, власть военно-гражданского правительства. Они существуют сами по себе. И значительное количество этих самых группировок, которые воевали всегда против центральных властей, сейчас активизировались, и кто-то из них продолжает эту свою, если так можно выразиться, единоличную войну, а кто-то присоединился к самым разным группировкам, которые объявили своей целью свержение военной хунты и установление демократии. Что делает хунта? Что делают те самые военные, которые забрали всю полноту власти 1 февраля этого года? Они говорят: слушайте, собственно говоря, мы, власть и забирали, потому что террористы. Мы же понимали, мы всегда вас предупреждали об угрозе терроризма. Мы всегда знали, что есть большое количество террористов в стране, в самых разных каких-то там ее окраинах, и с этими террористами гражданские не могли поладить. И мы вынуждены были взять всю полноту власти для того, чтобы этих террористов победить, для того, чтобы их разбить и заставить страну жить мирно и спокойно. Собственно, именно этими мифическими зачастую террористами, которые якобы угрожали вообще безопасности всей страны, военные и оправдывали свое постоянное присутствие во власти. То есть, когда мы говорим военный переворот и приход военных к власти, мы только частично описываем происходившее тогда в Мьянме. Дело в том, что военные, начиная с 60-х годов, так или иначе все время были в правительстве. Сначала действительно в 60-е годы это была откровенно полностью военная хунта, которая давила все любые возможные какие-то демократические явления в стране, но в 2010-х уже годах военные немножко подвинулись и помимо себя пустили к власти еще и демократическое гражданское правительство, но при этом сами оставались рядом. Например, за военными зарезервировано было все то время, когда существовало какое-то окологражданское правительство, за ними всегда было зарезервировано четверть мест в парламенте Мьянмы. И за ними же были зарезервированы важные посты в правительстве, которые касались, не только безопасности. То есть, грубо говоря, не только Министерство обороны контролировалось военными. Еще целый ряд других кабинетов тоже всегда были за военными. И когда мы говорим переворот, 1 февраля этого года, это не то, что они взяли и, все места заняли. Нет, за ними уже были закреплены ряд мест и в правительстве, и в парламенте. Они просто взяли уже все места, оставшиеся, не только те, которые были у них до этого. Важный момент, когда когда произошел такой небольшой сдвиг в сторону демократизации, когда произошла та история, когда военные под давлением, кстати, Запада, под давлением санкций, под давлением внутренних диссидентов вынуждены были пойти на некоторую такую либерализацию режима.
эта либерализация произошла, то через несколько лет, собственно говоря, очень многие внутри Мьянмы, внутри страны начали задавать вопросы. Так, слушайте, ребят, а зачем вы нам тогда нужны? Смотрите, вот пришли гражданские, вот специальный пост государственного советника или канцлера отдали Аун Сан Су Чжи, которая, вот, собственно говоря, даже получил Нобелевскую премию за диссидентское движение. И ничего страшного не произошло, и никакие там безумные террористы не появились, и никакие ИГИЛы и Аль-Каиды нам не угрожают, а вы, что же получается, вы нам врали? И вот тогда, после того, как появились такие серьезные и важные вопросы в адрес военных, вдруг разразился кризис с Рохинджа, с мьянманским, с бирманским национальным меньшинством, представители которого в основном жили на территориях, граничащих с Бангладеш, и эта народность, большинство представителей этой народности, подавляющее большинство представителей этой народности, мусульмане, которые были лишены вообще всяческих прав за все время, собственно говоря, бирманской независимости. Вот мне мои коллеги бирманские объяснили следующее, мьянманские объяснили следующее. Вот все это время бирманские военные использовали, мьянманские, сейчас правильно так называется, страна называется Мьянма, мьянманские военные использовали Рохинджа и представителей некоторых других национальностей в качестве такого жупела, в качестве страшилки. Типа, мы нужны для того, чтобы вас охранять, потому что вот у нас есть целый народ террористов. И как выясняется, десятилетиями эти люди были лишены всяческих гражданских прав для того, чтобы в любой момент использовать их в качестве, лепили из них образ врага и в нужный момент продемонстрировать, что этот враг есть. Тогда были в 15-16 годах были инициированы какие-то, значит, столкновения между армией и активистами Рохинджа, были вброшены в мьянманскую общественность, в основном буддистскую, историю о том, как рохинджа якобы похищают девушек из семей буддистов или из семей индуистов, насильно обращают их в ислам и, значит, выдают за своих юношей, а то и за своих стариков. И вот это вот была спровоцирована такая межнациональная вражда, которая переросла в целую межнациональную резню. И вот тогда военные заявили, вот смотрите, вот мы сейчас ввели войска туда, в те районы, где живут рохинджа, и для того, чтобы спасти вас. Иначе, если бы мы не вмешались, они бы всех девушек украли, они бы, значит, обратили бы всех в ислам, а мы вот защищаем традиционные буддистские ценности. То есть, какие-то совершенно бредовые истории, которые, тем не менее, для обывателя, который десятилетиями жил в состоянии промытых мозгов, в состоянии постоянной антиисламской, антирохинджевской пропаганды, вот сработало, прекрасно сработало. Кстати, и сейчас хунта, вот эти вот военные активно используют страшилки о том, что вот те или иные какие-то, значит, военные, те или иные группировки, которые выступают против хунты, выступают против центрального правительства, они якобы там аффилированы, получают помощь, поддержку от ИГИЛа, или они получают какую-нибудь там помощь или поддержку от каких-нибудь там, значит, с давным-давно запрещенных, прославившихся там лютой жестокостью каких-нибудь там непальских маоистов, непальских марксистов, которые там годами тоже занимались разного рода терактами и всякими другими прочими преступлениями. Но пока подтверждения этому нет. Пока то, что мы видим, это, да, действительно, вообще, в принципе, костяк вот этих вот сил, сопротивляющихся военной хунте, это не игиловцы вообще никакие. Это даже не рохинджа, потому что большинство или там почти весь этот народ вынужден был уйти от преследований и спасаться на территории соседнего Бангладеш. Там тоже у них не все в порядке, их тоже там не очень за людей считают. Но, по крайней мере, резня это прекратилась. Так вот, костяк сопротивления — это не рохинджа, это не какие-то там непальские маоисты, не какие-то там еще партизаны, прибывшие из Индии или из Китая, как об этом говорит хунта. Это дезертиры от этой самой хунты, военные, полицейские, офицеры, солдаты. Даже проходила информация об одном или даже о нескольких генералов, которые перешли на сторону оппозиции и вот теперь воюют против своих бывших товарищей.
пытается хунта какими-то показательными процессами, какими-то расстрелами, какими-то безумными приговорами несколько замедлить вот эту вот скорость дезертирства из собственной армии, из собственных спецслужб, но пока не очень это у них получается. И, кстати, не очень получается и запугать и политическую оппозицию, несмотря на то, что тоже проходят сейчас суды, и даже вот есть приговор советнику Аун Сан Су Чжи, один из ближайших ее приближенных, один из тех людей, который вместе с ней работал над такой медленной и частичной, но все-таки демократизацией Мьянмы, вот несколько дней назад получил судебный приговор с сроком на 20 лет тюремного заключения. Исходя из того, что ему уже больше 80 лет, понятно, что 20 лет в мьянманской тюрьме для него это, в общем-то, пожизненный приговор. Вряд ли он доживет до 100 лет собственно говоря, в той тюрьме, в которую его отправляет хунта. Вот эти вот все судебные процессы над Аун Сан Су Чжи, над ее приближенными, над другими оппозиционерами проходят сейчас в режиме строжайшей, полнейшей секретности. Никто не понимает, что там внутри происходит. Никто не знает, на чем строят свою тактику обвинения. Никто не понимает, кто, как и на основании чего защищает этих людей. То есть все максимально закрыто. Участники процесса, которых привлекают к даче показаний, к каким-то там свидетельским и прочим вещам, дают расписку о неразглашении и действительно не разглашают. Не говоря уже о том, что там пресса туда не допущена. Поэтому за что человека осудили на 20 лет? Почему? На каком основании? В чем его обвинили? Какие доказательства этой вины были предоставлены? Мы можем только догадываться по каким-то обрывочным сведениям, но, в общем-то, тут и догадываться нечего. Военные действительно пытаются максимально запугать, максимально уничтожить, растоптать все вот это вот диссидентское движение, всю оппозицию, но, правда, пока у них это не очень хорошо получается. Повторюсь, да, идет война продолжается, причем эта война, это скорее не новая какая-то гражданская война, вот с чего начал, с того сейчас и закончу историю с Мьянмой. Не новая гражданская война, а какой-то виток старый, который часто продолжается и тлело где-то на окраинах Мьянмы десятилетия, вот действительно десятилетия. То ли с конца 40-х годов, когда Мьянма получила независимость от Великобритании. И, кстати, британцы тогда же заложили вот такую мину замедленного действия под мьянманскую, тогда еще бирманскую государственность, потому что они обещали не одно государство создать собственно, на территории своей колонии бирманской, а сделать 3 независимых государства с разными народностями, для разных народностей. И вот, собственно говоря, вот тогда же был заложен вот этот вот фундамент нынешней войны. Так вот, это вот нынешний виток, это не новая война, это действительно, похоже, продолжение старой войны, продолжение вот того противостояния, которое длится уже целые десятилетия. Но я подозреваю, что рано или поздно, вернее, в наших программах буду я возвращаться к этой теме постоянно. Вот еще раз вы видите фото и видео из одного из разрушенных городов. Повторю еще раз, 160 домов, как минимум 160 домов, частично или полностью были разрушены в результате боестолкновения армии и партизанских отрядов. Так, Мьянму пока оставляем, переходим к Японии, переходим к... Стараюсь я следить за какими-то, не только вот такими действительно печальными историями, не только за вот проявлениями какого-то вот такого не самого хорошего человеческого начала, которое вот существует в мире, но и за чем-то таким высокотехнологичным. Вот японцы на минувшей неделе представили летающий электрический мотоцикл. Вот посмотрите, его сейчас в деле будет показывать тест-пилот, и я немножко расскажу об этой штуке. Одна из японских компаний разработала летающий мотоцикл, способный разгоняться до скорости в 100 км в час и, возможно, даже больше. Он поднимается над землей на несколько метров, при этом вообще не потребляет там ни керосина, ни бензина, ни дистоплива, работает на 4 электромоторах. Каждый из этих электромоторов вращает прикрепленный к нему винт.
ну, он обходит, конечно, тест-пилот, понимает, что насколько это опасная, серьезная штука. Он на таких полозьях стоит, этот летающий мотоцикл, как вертолет. У вертолетов такие часто полозья есть. Вот он его заводит, поднимается на нем в воздух. Сейчас продемонстрируют, сейчас вы увидите, я надеюсь, покажут, будет видно, потому что это такой трек, гоночный трек. На нем, например, проходит японское гран-при самых разных автомобильных гонок, включая, по-моему, Формулу-1. И построен этот трек в одном из самых красивейших мест планеты. С него, с его трибун, открывается вид на гору Фудзи. Вот смотрите, этот самый мотоцикл поднялся летающий, набрал высоту и вот демонстрирует способность зависать на одном месте и потом передвигаться. К сожалению, купить этот мотоцикл и полетать на нем вряд ли получится. Дело не только в цене, хотя цена, честно скажу, заоблачная. Стоит мотоцикл в переводе с йен на доллары почти 700 тысяч. 684 тысячи долларов стоит вот такая вот штука. И по большому счету, это просто, честно говоря, дорогая, очень крутая игрушка, потому что может поднимать вес до 100 килограммов. Это по большому счету только один взрослый пилот, мужчина в защитной экипировке, может быть, с какой-то небольшой сумочкой. Все, больше на борт ничего взять нельзя. Кроме того, не так далеко может летать этот аппарат, у него 100 километров в час, он может развивать скорость. Правда, эту 100 он вряд ли преодолеет, потому что на час заряда не хватает. Заряда хватает батареи на 30-40 минут полета, то есть пролететь можно за полчаса, наверное, если 100 километров максимальная скорость, то за полчаса можно пролететь 50 километров. 684 тысячи долларов, и причем за эти деньги не дадут возможность летать вдоль дорог или над дорогами общественного пользования. За эти деньги его можно использовать только вот так вот, как его использует тест-пилот. Просто гонять или даже вот просто чуть-чуть поднимаясь над поверхностью, продвигаться где-то на закрытых участках, на треках, на автомото каких-то, на трассах, только предназначенных для авто и мотоспорта, на которых нет никакого регулярного движения, потому что пока фактически ни в одной из стран мира нет никаких правил использования таких штуковин, то есть их передвижение никак не регулируется, нет никаких прописанных правил для летающих вот таких вот объектов. И по большому счету, если кто-то попробует вылететь на дорогу в той же Японии или в любой из европейских стран, в США, то эту штуку тут же изымут, а ее владельцы наверняка еще и смогут арестовать. Правда. Создатели этого мотоцикла утверждают, что у них уже есть заказы на 200 штук, на 200 автомобилей, 200 этих летающих штуковин, которые поступят в продажу и будут отправлены по своим владельцам уже в следующем году. И, как утверждают производители, это не только какие-то богатые, экстравагантные персонажи, которые будут их использовать где-то только там на закрытых площадках или где-то у себя в поместьях, но и, например, службы экстренной помощи, в том числе и службы экстренной помощи в Японии, которые, наверное, смогут получить разрешение на использование такого рода аппаратов для того, чтобы, например, быстрее и с наименьшими затратами попадать в места крупных автомобильных аварий, в места каких-то катастроф природных, куда, скажем так, на обычном автомобиле или на обычном мотоцикле, на привычных каких-то транспортных средствах добраться будет непросто. А вот на таких штуковинах, да, смогут добираться уже спасатели, смогут добираться врачи для того, чтобы оказать какую-то первую помощь тем людям, которые оказались в центре, в эпицентре каких-то аварий, каких-то природных или техногенных катастроф. Так что тоже будем наблюдать, тоже интересно, на самом деле, кто же эти 200 человек, которые заказали эти штуки. Понятно, что, может быть, действительно уже есть какой-то заказ от спасателей японских, но вряд ли они заказали прям все 200 штук. Скорее всего, среди них есть и
и те как раз какие-нибудь богатеи, какие-нибудь там условные Илоны Маски или Марки Цукерберги, которые наверняка засветят так или иначе эти свои летающие мотоциклы. Еще одна из историй из Японии есть. Я вот начал в одной из предыдущих программ рассказывать про принцессу Мако, которая уже вот теперь не принцесса. То есть в прошлой программе она была принцесса, потому что она еще не вышла замуж за простолюдина. А вот в этой программе спустя всего неделю она уже не принцесса. Вот она, принцесса Мако, со свадебным букетом пришла попрощаться со своей семьей, со своим отцом, наследным принцем. Ее отец, скорее всего, станет следующим императором Японии, со своей матерью и со своей сестрой. Посмотрите, какой церемониал. Она с родителями прощается, она фактически уходит из семьи, потому что ее лишили всех императорских титулов, всех каких-либо вот этих вот самых монарших привилегий. И единственная вольность, которую позволяют себе члены ее семьи, это даже не родители, а ее сестра, это такие легкие полуобъятия. Да, принцесса Мако вышла замуж за простолюдина, ее избранника зовут Кей, он никаких не монарших кровей, он даже не аристократ. Они встречались как минимум с 2013 года, их свадьба несколько раз откладывались, были самые разные скандалы. В итоге, в конце концов, принцесса добилась своего, получила разрешение на брак, и вот теперь она будет пытаться жить совсем новой, для нее непривычной жизнью. Почему новой непривычной жизнью? Потому что вот она сейчас попала в тот мир, где уже у нее нет прислуги, где у нее нет резиденции дворцовой, где она уже не звезда, за которой бегают журналисты, следя за каждым ее шагом. Более того, она даже не в Японии будет жить. Ее муж, они официально прошли церемонию бракосочетания. Ее муж Кей работает в Соединенных Штатах Америки, снимает там квартиру, причем эта квартира однокомнатная. То есть из резиденции, из дворца наследника хризантемового трона принцесса Мако переедет в однокомнатную квартиру где-то в Нью-Йорке. Правда, переехать тоже не просто так, потому что у нее нет загранпаспорта. Ей, как принцессе, не нужен был загранпаспорт, она его не получала. Она каким-то образом в качестве каких-то на основании принадлежности к императорской семье могла путешествовать по миру. Как это, вот, например, английская королева путешествует? У нее нет тоже паспорта, но все знают, что она королева. И было бы странно, если бы она, прилетая куда-то, должна была бы доказывать пограничникам и таможенникам, что она действительно королева и прибыла с официальным визитом. Вот принцесса Мако вот примерно так же и путешествовала. Но теперь она уже не принцесса. Ей нужно сначала получить паспорт, сначала нужно пройти вот эти вот все бюрократические процедуры, связанные там, я не знаю, с японским авиром, или кто там авир в Японии замещает. Потом нужно подать документы на американскую визу и ехать уже к своему американскому мужу. Но он японский муж, но вот уже живет в Америке. Вот он, кстати, этот Кей. Ехать к мужу в Соединенные Штаты Америки. И вот она уже заявила о том, что будет искать работу, что она, кстати, отказалась от обычных в таких ситуациях выплат со стороны императорского дома. Обычно, когда принцесса выходит замуж, и здесь уже нет какого-то регулирования за простолюдина ли, за человека монарших кровей, за аристократа ли. Нет, обычно принцесса, выходящая замуж, получает от императорского дома достаточно приличную сумму денег. То есть там миллион, по-моему, 300 или около того тысяч долларов в пересчете с йен на доллары. Но вот принцесса Мако отказалась, сказала, что она со своим мужем будут работать и будут содержать себя сами, и ей не нужны эти деньги, и сказала, что эти деньги лучше, конечно, пусть распорядится императорский дом каким-то другим способом, пусть они решают сами, кому отдать этот 1 миллион 300 тысяч долларов. А нам сказала, не надо, мы и так уже сможем работать и зарабатывать. Муж уже работает, а я тоже буду работать, когда перееду к нему. Вот такие вот две сразу истории сегодня из Японии для Прайма пригодились. У нас мы вот как-то все остаемся в той части глобуса, в азиатской, потому что сейчас тоже будет азиатская история, на этот раз из Афганистана. В Афганистане к власти пришел Талибан, все, талибы захватили власть и
по большому счету нет ни одного более-менее крупного города, который бы сейчас бы не контролировался Талибаном, но есть заявление от представителей оппозиционных Талибану сил о готовности воевать. Правда, вот они же сами, вот это вот смотрите, это представители паншерского сопротивления показывают то вооружение и ту военную технику, которая у них была в их распоряжении. Это просто хлам, это старый советский металлолом, никак не приспособленный для ведения боевых действий. Его невозможно просто починить. То есть это даже не ремонтируется. Даже если представить, что где-то на складах было какое-то количество запасных частей, что где-то были специалисты, способные эти запасные части правильно применить и отреставрировать, я не знаю, сколько лет бы заняло бы приведение в чувство вот этого вот всего старого советского хлама. И понятно, что воевать этим вообще никак невозможно. А талибы, я вот рассказывал тоже в одной из предыдущих программ, талибы получили в свое распоряжение американской военной техники и вооружений по разным подсчетам на сумму от 25 до 82, внимание, миллиардов долларов. То есть от 25 до 82 миллиардов долларов это современная в большинстве своем военная техника, современное в большинстве своем вооружение, который ни в какое сравнение, конечно же, не идет с вот этим вот советским металлоломом. Но вот смотрите, вот это вот видео как раз бойцов сопротивления, они продолжают снимать самые разные видеоролики, продолжают публиковать какие-то воззвания к тем людям, которые не готовы и не согласны мириться с захватом власти Талибаном. И вот они призывают присоединяться к их вооруженной борьбе, объявляют о готовности поддержать новые группы, которые будут возникать в Афганистане, если будут возникать в Афганистане, для того, чтобы противостоять Талибану. Интересно, вот еще стало известно, вот буквально несколько часов назад наткнулся я на очень, как мне кажется, важную, интересную новость. Дело в том, что собственно говоря, главной вот той силой, которая пыталась сопротивляться талибам военным путем, была сила младшего Ахмада Масуда, сына Ахмад-Шаха Масуда, человека, который некогда возглавлял Северный альянс, фактически ту силу, которая в свое время смогла с помощью американцев, но тем не менее сначала долгое время противостоять, а потом еще и сокрушить Талибан. Так вот, его сын погибшего Ахмад-Шаха Масуда, его тоже зовут Ахмад Масуд, он возглавлял сопротивление в том самом Паншерском ущелье талибам, не смог долго сопротивляться. Мы вот сейчас вот по этим видео мы поняли, почему не смог долго сопротивляться. Абсолютным вот металлоломом, просто дрянью были вооружены эти люди. Его группировка, его официальное название этой группировки, вернее, всех группировок, которые присягнули в итоге на верность Ахмаду Масуду и готовы были вести с ним борьбу, называлась и называется сейчас «Национальное сопротивление», Фронт национального сопротивления Афганистана. Вот как называется. Вот, кстати, еще одна группировка. Вы видите сейчас на видео люди, которые скрывают свои лица, которые еще в одной из провинций Афганистана заявили о готовности воевать против талибов. Вернусь к Фронту национального сопротивления, который по большому счету перестал существовать. А это вот видео, как талибы разгоняют журналистов, которые снимают какой-то из митингов недовольных. Это уже в Кабуле снято. Так вот, это движение фронт сопротивления, который оказался разбит, сам Ахмад Масуд и его приближенные бежали из Афганистана и сейчас находятся в других государствах Центральной Азии в первую очередь. Так вот, они вот буквально, судя по всему, несколько дней назад, а то и несколько часов назад официально зарегистрировали свою организацию в качестве организации лоббистской в Вашингтоне. То есть они поняли, что для того, чтобы продолжать какую-то борьбу, им нужно заручиться поддержкой американских законодателей. Без поддержки американских законодателей у них не будет ни денег, у них не будет ни вооружений, у них не будет, в принципе, даже никакой дипломатической и политической поддержки. Почему? Потому что администрация Байдена вообще закрыла на них глаза. Администрация Байдена
фактически ведет себя так. Ну, не получилось у вас. Ну что? Ну, не получилось. Значит, решайте теперь, как жить с талибами. Ну, то есть, в принципе, так можно понять такое вот молчание и неготовность, в принципе, вести какой-либо официальный диалог с любыми вот этими вот оппозиционными группами. Для того, чтобы достучаться до американской администрации, вот это вот афганское движение сопротивления официально зарегистрировало себя как лоббистскую группу в Вашингтоне. То есть они сейчас будут работать с конгрессменами, с сенаторами, с американскими, с другими какими-то комитетами, с какими-то, возможно, негосударственными общественными органами, для того, чтобы формировать общественное мнение в свою пользу, для того, чтобы, ну, скажем так, с повестки дня политической в США не уходил этот вопрос. Будут стучать во всевозможные двери, будут нанимать каких-нибудь адвокатов, будут пробиваться на эфиры самых разных каких-то медиа или проталкивать каких-то своих заметных протеже из американского политикума. Ну, потому что по-другому, по большому счету, победить талибов сейчас нельзя. Нужно это, то есть понятно, что это игра в долгую, что сразу вот взять и скажем, перетянуть на свою сторону американскую администрацию, и демократов, и оппозиционных республиканцев не получится. Иначе бы, наверное, это уже можно было бы сделать. В итоге сейчас вот начинают потихоньку, но вот люди из окружения Ахмада Масуда действовать политическими методами для того, чтобы сначала победить на политическом фронте, убедить, что с нами и только с нами можно сотрудничать, только мы сможем управлять новым мирным Афганистаном и уже потом получать какую-либо помощь и военную, и финансовую, и дипломатическую. То есть, ну, по большому счету, сейчас, проиграв на военном фронте, проиграв поле боя талибам, сейчас вот пришло осознание у движения сопротивления, что нужно пытаться победить на политическом поле. Ну вот интересно, кстати, что из этого получится и получится ли, потому что, повторюсь, да, сейчас американская администрация в принципе делает вид, что никакой проблемы там противостояния талибов и сопротивления нет. Ну вот есть Афганистан, и да, 20 лет там провоевали американские военные и их союзники из других государств. Ну вот теперь как-то так вот пусть они сами выруливают, как-то так вот пусть они сами пытаются понять, что у них получается или не получается. Это история из Афганистана, а теперь история из соседних с ним стран и регионов. Тут около недели назад, наверное, произошло историческое с точки зрения индо-пакистанских отношений событие. Индия и Пакистан находятся в очень тяжелых отношениях. Они несколько раз воевали друг с другом после, собственно говоря, образования двух этих государств в конце 40-х годов прошлого века. И некоторые из этих войн, да что там, грубо говоря, почти все из этих войн происходили во многом из-за спорного статуса региона под названием Кашмир, который Пакистан считает незаконно оккупированным Индией. Значительная часть, большинство жителей Кашмира, судя по всему, совсем недовольны тем, что Индия им подчиняется. Так вот, произошло знаковое событие. Индия и Пакистан сыграли в крикет. Был крикетный матч в рамках какого-то нынешнего, идущего сейчас чемпионата. Там участвует около 20, по-моему, даже ровно 20 команд, в том числе крикетные сборные Индии и Пакистана. Вот вы сейчас видите один из последних финальных моментов этого самого матча в одном из каких-то общежитий или казарм пакистанской армии. Вот вы видите, пакистанцы побеждают, и пакистанская сборная побеждает. Вот так вот пакистанские военные отмечают эту победу танцами, радостью. В Индии, конечно, народ погрузился в траур, но не все погрузились в траур, потому что, вот, например, болельщики из Кашмира очень радовались победе пакистанской сборной. Они считают пакистанскую сборную своей сборной. Чем это закончилось для болельщиков из Кашмира? Вот задержанием. Вот вы видите, их арестовала полиция, индийская полиция, и отвезла в тюрьму. Только вот в этом эпизоде было задержано 7 или 8 человек. На самом деле еще несколько подобных эпизодов происходило в разных частях Индии, не только в Кашмире.
Почему происходило? Потому что кашмирские студенты и кашмирские рабочие есть в самых разных городах Индии. И они тоже отмечали победу пакистанской сборной. Вот так вот. Вот смотрите, это студенты где-то, судя по всему, в каком-то студенческом кампусе в Индии отмечают, студенты из Кашмира отмечают победу пакистанской сборной. И их же товарищи или их же, возможно, преподаватели в итоге донесли полиции и сказали о том, что, смотрите, эти вроде бы как индийские граждане радуются победе совсем даже не индийской сборной. Они радуются победе наших заклятых врагов и противников Пакистана. И этих парней арестовали и отправили в заключение, и многим из них предъявлены обвинения по террористической статье. Их обвиняют в поддержке терроризма. Их обвиняют в том, что не то, что они там радовались чьей-то победе, их обвиняют в том, что они выступили за террористов и хотят судить их за поддержку терроризма. Это действительно в голове не укладывается. Но, кстати, уже прозвучали призывы со стороны наиболее каких-то оголтелых представителей антиисламских каких-то движений, антиисламских партий. Тут важно просто понимать, что большинство населения Кашмира не просто так тяготеет к Пакистану. Большинство населения Кашмира – это мусульмане, которые хотят жить под властью мусульманского правительства, то есть под властью Пакистана. Так вот, их обвиняют в том, что вы там такие-сяки, нелояльные, вы, значит, не такие, как должны были бы быть. Так вот, в составе индийской крикетной сборной есть один единственный мусульманин. Там все остальные индуисты, может быть, не только индуисты, но мусульманин там один единственный. Зовут его Мохаммад Шами. И сейчас вот со стороны самых разных ультраправых вот этих вот индуистских группировок зовут призывы судить и его за поддержку терроризма, потому что якобы он нарочно слил игру пакистанцам для того, чтобы опозорить Индию перед лицом всего мира. Просто нужно понимать, что в той части света, в Азии, крикет – это прям вот национальная идея. Это куда более важная игра, чем футбол, хоккей и бейсбол вместе взяты. Это действительно победа или проигрыш в крикет, тем более такому важному какому-то прямо-таки геополитическому сопернику. Это вопрос национального позора или национального престижа. И вот этого парня Мохаммада Шами хотят судить, призывают, вернее, судить его за якобы слитую Пакистану игру. К чести его товарищи по команде, они его защищают, они говорят, что, слушайте, вообще у нас никогда внутри команды никто никогда не интересовался, кто какого вероисповедания, никто никого никогда не спрашивал об этом, и вообще судить о человеке, о его каких-то качествах и характеристиках только по его вероисповеданию, это вот очень смешно и очень глупо. И мы ни в коем случае не поддержим и будем защищать нашего товарища по команде от любых нападок со стороны кого бы то ни было. Но сам факт того, что людей, которые радуются победе, просто победе крикетной команды другого государства, которого, может быть, они считают более лучшим, чем то государство, паспортами которых они обладают. Так вот, судить этих людей за терроризм, как вот сейчас собираются делать в некоторые, собственно, силовики в Индии, многие, судя по всему, это, конечно, очень странно и, мягко говоря, необъяснимо. Что ж, немножко мы все-таки из этого региона уходим, переползаем ближе уже к нам, отправляемся в Турцию. Посмотрим, что происходит в Турции и в Сирии. Из Турции собираются депортировать, а может быть уже депортировали как минимум 7 граждан Сирии, беженцев из соседней воюющей, объятой войной Сирии, за то, что они на показ ели бананы перед телекамерами. Вернее, перед камерами каких-то мобильных телефонов или перед камерами каких-то любительских устройств, выкладывали потом это на видео. Почему это произошло? Потому что произошло следующее. Какой-то крестьянин из бедной семьи, из бедного, вернее, какого-то региона в Турции, местным журналистам на камеру пожаловался. Мы, значит, живем бедно из-за сирийских беженцев, они могут позволить себе бананы, они едят бананы пачками, когда для нас это роскошь. И на самом деле это прозвучало достаточно странно, и сирийцы
почему-то решили поддержать вот этот странный флешмоб и начали на камеры есть бананы и показывать: да, смотрите, как мы живем роскошно, можем позволить себе есть бананы. В итоге некоторых, как минимум 7, повторюсь, человек, власти Турции за оскорбление, собственно, турок решили выслать из страны. Но тут интересно следующее. Я даже специально позвонил человеку, который давно, много интересуется Турцией, жил в Турции, хорошо понимает турецкий менталитет, хорошо понимает, что же вообще происходит с ценами в Турции. Я у него спросил: Осман Пашаев, это я посмотрел Осману Пашаеву, моему коллеге, человеку, который тоже работает на телеканале АТР. Ты же знаешь, скажи мне, пожалуйста, там действительно в Турции бананы роскошь, как вот тот мужчина, из-за которого все началось, рассказал каким-то местным журналистам. Осман говорит: какая-то чушь. Какой-то бред. На самом деле бананы стоят копейки, бананы стоят там около $1, может быть, чуть больше за килограмм. Их могут позволить себе все, кто угодно. Очень странно, что именно бананы использовали в качестве повода для того, чтобы в очередной раз наехать на сирийских мигрантов. Но на самом деле ксенофобия по отношению к сирийцам в Турции, судя по всему, и Осман это подтвердил, действительно очень велика. Почему? Потому что по официальным данным, их сейчас в Турции, сирийцев, живет 4 миллиона беженцев, только беженцев. По неофициальным данным их 8, а может быть даже больше миллионов. И вот на фоне, прошу прощения, на фоне пандемии коронавируса, на фоне связанного с этой пандемией падения экономики, на фоне вызванного во многом этой самой пандемии роста безработицы, люди ищут виновных, ищут тех, кого бы, собственно говоря, на кого бы свалить вину за то, что они стали жить хуже. И в первую очередь, конечно, как это часто бывает или почти всегда бывает в человеческих обществах, находят того, кто меньше всего на них похож. Находят тех, кто говорит на другом языке, на тех, кто, скажем, приехал из других стран, которые относятся к несколько, но все же другой, чужой для турок культуре. И вот такими людьми становятся сирийские беженцы, и вот для них выдумывают поводы для того, чтобы депортировать. Вот решили депортировать из-за каких-то дурацких, абсолютно странных видео с бананами. Правда, вот местные турецкие правозащитники говорят, что это вообще какая-то совершенно непонятная дискриминация. Это совершенно вопиющая история, что мы будем вдруг депортировать людей, которые взяли и поддержали на видео какой-то шуточный, абсолютно никого не оскорбляющий флешмоб. Эти правозащитники собираются сейчас оспаривать решение турецких властей о депортации этих людей. Тем более, как мы видим, война-то в Сирии вовсе не прекратилась. Там действительно продолжаются боевые действия. Там действительно продолжаются бомбардировки, там продолжают гибнуть люди. Вот было несколько дней назад, было заявлено о том, что недалеко от города Идлиб очередной бомбардировке, судя по всему, российской авиацией подверглись жилые кварталы. Это видео снято группой волонтеров, известной как «Белые каски». Это те люди, которые помогают, первыми прибывают на места бомбардировок, на места боев, на те места, где необходима помощь. Волонтеры, которые часто получают помощь из каких-то других соседних государств. Кстати, в первую очередь из Турции. Вот они засняли разбор завалов после одной из таких бомбардировок. Произошла эта бомбардировка 20 октября, совсем недавно, около 10 дней назад. Погибли в этой бомбардировке 10 человек, и из этих 10 человек 4 дети и одна из погибших взрослая женщина. Раненые 20 человек еще. Бомбардировка велась по жилым кварталам и по расположенному в этих самых жилых кварталах рынку. То есть это не были там какие-то объекты военные, это не были там какие-нибудь казармы повстанцев, это не были места пуска ракет по правительственным силам. Нет, россияне и сирийцы, сирийские правительственные силы вполне себе осознанно бомбят жилые кварталы, бомбят места проживания или работы обычных мирных жителей. Для чего они это делают? А это, в общем-то, тактика террористическая. Пожалуйста, говорят они тем самым, признайте наш
нашу победу. Прекратите сопротивляться, прекратите оказывать нам какое бы то ни было военное и политическое сопротивление, сдавайтесь на нашу милость, потому что иначе мы продолжим эти бомбардировки, потому что иначе мы будем убивать гражданских, потому что иначе мы будем бомбить рынки, мы будем бомбить школы, мы будем бомбить больницы и другие гражданские объекты. И это, в общем, не выдумка, не домысл. Действительно, россияне используют высокоточное оружие, и об этом было заявлено самыми разными правозащитными группами, не для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения. А вот, собственно говоря, высокоточное оружие изначально придумывалось как то оружие, которое позволяет поразить какой-то военный объект, не задев при этом гражданскую инфраструктуру. Так вот, россияне, наоборот, использовали, и это фиксировалось международными правозащитниками, использовали высокоточное оружие для того, чтобы как раз попадать в больницы или в школы, для того, чтобы максимально точно бить именно по вот совершенно на 100% гражданским объектам. Это тактика террористов. Это тактика тех людей, которые действительно хотят не добиться там военной победы над вооруженным противником, а это тактика тех людей, которые хотят вот просто вот сломать волю к сопротивлению, которые хотят заставить противника понять, что мы не остановимся ни перед чем. Мы готовы будем применять высокоточные бомбы и разрушать ваши больницы. Готовы будем отправлять там канистры, наполненные отравляющими боевыми газами, для того, чтобы даже в какие-то там укрытия эти газы проникали, убивали там без разбору и вооруженных людей, комбатантов, и женщин, и детей, и стариков, и раненых людей. То есть это вот, повторюсь, логика террористов. Поддайтесь, смиритесь, или мы вас уничтожим, и уничтожим, не считаясь с потерями среди мирного населения, среди раненых, среди стариков. Нас ничто не остановит, как бы говорят россияне и асадиты сейчас вот тем людям, которые остаются в этом небольшом анклаве в провинции Идлиб, анклаве, который все еще остается в руках у сирийской оппозиции. Похоже, последняя история, которую я сегодня успею рассказать, пришла к нам с западного берега реки Иордан, с той территории, которая сейчас управляется находящейся в стадии становления находящимся в стадии становления, в стадии вот такого государственного строительства, палестинского государства. Там закончилось восстановление крупнейшей в мире мозаики. Крупнейшая в мире мозаика. Там больше 800 квадратных метров, 827 квадратных метров. Вот посмотрите, какая красота. Мозаика это замок, вернее, дворец 8 века. Один из, кстати, древнейших в регионе, дошедших до наших дней дворцов 8 века. Он принадлежал, судя по всему, кому-то из правителей Омейядского халифата или кому-то из ближайших родственников. Ну, понятно, что в те времена никто другой не мог бы себе позволить, только вот действительно кто-то из омейядов. 827 квадратных метров мозаики, ее восстановили вот по кусочку. Была занесена песком, было занесено песком это прекрасное строение, его нашли только в середине 19 века, с тех пор ведутся реставрационные работы. Понятно, что не все время они то прерывались, то возобновлялись. Посмотрите, какая красота, какие там изображения действительно восстановлены буквально вот по кусочку. Интересно вот еще что. 12 миллионов евро стоили восстановительные работы. Продолжались они 5 лет, правда, на пару лет или там на около 2 лет были приостановлены или частично приостановлены из-за ковида. А финансировали восстановление этой мозаики в этом прекрасном дворце японцы. Внезапно есть японское агентство по международному сотрудничеству, оно так называется, которое выделило деньги, и японцы активно поддерживают палестинцев в самых разных начинаниях. Например, международный аэропорт в секторе Газы, аэропорт имени Ясера Арафата, он сейчас не действует, он сейчас разбомблен в ходе одной из военных операций израильских сил безопасности. Так вот, даже этот аэропорт был построен на японские деньги. Японцы очень активно сотрудничают, японцы дают деньги, японцы хотят быть такими спонсорами
мирного процесса на Ближнем Востоке. И, наверное, совершенно справедливо считают, что если вкладывать деньги в транспортную инфраструктуру, если вкладывать деньги в восстановление исторических каких-то вот этих вот восхитительных вещей, то это будет лучше, чем вкладывать деньги в гонку вооружений, лучше, чем вкладывать деньги в поддержку тех или иных вооруженных группировок в регионе, что все вот нужно делать мирным путем. И вот еще раз давайте посмотрим на эту мозаику, и, наверное, буду уже прощаться, потому что уже время в эфире заканчивается, а это действительно совершенно невероятной красоты вещь. 827 квадратных метров, напомню, это несколько больших залов и коридоров, их соединяющих, вот выложены этой самой каменной мозаикой, каменной плиткой. Что ж, больше ни о чем сегодня не успеваю уже рассказать. Напомню, что это был Прайм Мацарский. Увидимся в эфире телеканала АТР в конце уже этой недели. Всего хорошего, счастливо.